Добрый день, мои дорогие друзья. Вы снова на канале «Как-то так» у Лейлы. И у нас сегодня начинается день заготовок. Ну, хотя заготовки у меня уже понемножечку были начаты раньше. Я варила компоты с черешней, с вишней, с клубники. И варила немного клубничного варенья и клубничного джема. На сегодня мы будем делать компот ассорти. Компот ассорти, как в старые давние времена СССР, как компоты в нашей молодости, можно сказать. Мы с девочками так общались и вспомнили, что были такие очень вкусненькие компоты, венгерские или болгарские, скорее всего, венгерские даже. Девчонки даже нам банку присылали, какая она была. Но они были, конечно, не в таких больших банках, как я буду закатывать, а в литровых, да, где-то в литровых, 800-граммовых. Но для моей семьи этого мало. Нам иногда даже трехлитровой банки не хватает за раз, когда мы садимся кушать, потому что мои мальчики очень любят запивать еду компотом, соком, чем-нибудь таким. И чем мы будем покупать вредные, неизвестно из чего приготовленные соки, все-таки лучше делать домашний компотик. В прошлом году я делала всего 30 банок вишневого компота, но я замораживала фрукты и овощи, вы это знаете. Но у меня такой ритм, вы знаете, что я не всегда все успеваю делать, потому что, да, семья большая, много чего, и возрастные мои проблемы какие-то, что я не такая скоростная, как раньше. И иногда не получалось варить из замороженных фруктов и фруктов и ягод компотики, поэтому я решила, заморожу поменьше, а таких в банках компотов наварю побольше, потому что вдруг его я не успею, не сварю, потому что, во-первых, сваренный компот, он должен остыть, а у меня иногда бывал сваренный компот, но он не остыл к обеду или к завтраку, или к ужину, когда он мне нужен был. Ну, вот такие вот неполадки, я в этом году решила все по-другому. Наоборот, заморозить поменьше, а в банке приготовить в банках компота побольше. Так что сегодня приступим, друзья, к приготовлению компота. Так, как вы видите, сейчас я, наверное, опущу. Я уже поставила воду, хотя вот когда у меня стояла печка такая, другая, самодельная, вы знаете, что это бывало намного быстрее, но не хочется сейчас переключать это все дело. Поставила воду уже, она еще, правда, не закипела. Все фрукты и ягоды я подготовила. Ну, ягоды только вишня, только смородиной. Я смородину сюда добавлять не буду. Так, сейчас опустим, наверное, камеру. Так, ну вот, друзья, из чего я собираюсь варить компот. Значит, у меня тут немного вишни, немного сливы, немного персика, яблоко. Это все местное. Убирайте вы свои телефоны, пожалуйста. Груша, тоже все местное. Я ее почистила, вырезала сердцевинку, семена удалила. Ты что меня снимаешь? Аж двумя камерами меня снимают, да? Значит, персик и абрикос. И сейчас будет компот ассорти. Можно было бы, конечно, и немножко веточек смородины, но не сейчас. Так, ну и приступим. Первым делом у меня больше всего абрикос. Закидаем абрикос. Так, на глаз, друзья, как хотите. Кто любит именно фрукты в компоте, можно их побольше. Я вам всегда говорю, что у меня ничего, ни ягоды, ни фрукты, что бы ни было, из чего бы ни был компот, никто отсюда, кроме самого сока, не пьют. Единственное, малыши мои, внуки, любят вишню, черешню есть из компота. Ну, а мои свои домашние никто не ест. Так что пусть будет больше сока, чем фруктов. Пока есть время, банки есть, сахар тоже немножко куплен, вроде бы приготовим. Конечно, сахар прям дорожает, все дорожает. Я не знаю, что такое, все буквально вот на глазах дорожает. Мы, люди, которые жили в СССР, в принципе, привыкли, что обязательно должны быть запасы, что сладкого, что соленого, любого. Поэтому
Не будем отступать от традиций и будем заготавливаться на зиму. Любой момент выручает, чем эти восстановленные соки. Что это не взяла, наверное, можно было бы еще несколько банок. Мне кажется. Как ты думаешь? Сейчас я накидаю, посмотрим, если что, еще 2-3 баночки. Так, там крышки в этом. На кухне. Принеси, пожалуйста. Так. Нет, наверное, эти 11 сделаем. Скорее всего. Так. Не знаю, рискую, мои дорогие. Груша очень капризна. Обычно, если я варю компот из груши, то я его всегда стерилизовала. Но сегодня хочу просто пробланшировать компот просто. Вот. Несколько девочек спрашивала, вроде бы говорят, нет, они не стерилизуют. Но я всегда компот из груши стерилизовала. Рискую, конечно, но не стерилизую. Мы будем бланшировать сегодня, будем заливать, выливать, как я все делаю, все компоты так. Не знаю, если бы та печка стояла, вот, которая самодельная, без проблем можно было бы и простерилизовать. Но на этой печке будет неудобно и вытаскивать, и ставить. Если бы несколько баночек было, то, конечно, без проблем. Так, ну все, пока. Может быть, еще 1-2 банки сделаем. Так, вот так вот. Яблочко теперь закинем. Тоже как-то на глаз. Сказать, конечно, что тут будет много витаминов, это вряд ли. После всего этого вряд ли много тут останется витаминов, но тем не менее, мне кажется, вкус будет очень вкусным. Так, Танзила, все-таки 2 баночки, если сможешь, помой, пожалуйста, в кладовке. Так, теперь слива. Закинем по 2 сливы. Мне очень нравится компот из персиков, просто чисто, без ничего. Обязательно сварю банок 10. Хоть и бывает он даже без добавок, без ничего, без всяких ягод, без ничего. Он и бывает такой бесцветный, да, но все равно вот именно аромат его я просто обожаю. Так, слива пошла. Теперь по 1 персику. Вот так вот. Танзила, в другой хожил. Так, ну и вишня, по горсточке вишни. Вишня даст цвет. Ну, у нас она называется не вишня, а шпанка. Почему так называется, обычно меня спрашивали, я не знаю. У нас есть отдельно вишня и отдельно вот такая вот шпанка. Вот. Со шпанки компот всегда бывает вкусный. Варенье не такое вкусное, а вот именно компот. Так, ну если кто не смотрел мой ролик, то я немножко скажу, сколько все что стоило. Груши стоили, вот местные груши. Но не сказать местные, что если я говорю местные, это не значит, что они с Ингушетии. Нет, пока с Ингушетии ничего нет. У нас есть сады яблок, но еще они не поспели. Это будет только осенью. Местные это значит с Кабарды, с Дагестана, с Чечни привозят разные у нас овощи, фрукты. Поэтому вот так вот. Значит, стоила груша 150, абрикос стоил, он мне за 50 отдал, 60 стоил. Персик, 1 только что ли? Ну ладно, давай 1. Персик стоил 80 рублей. Абрикос сказала, яблоко стоило
50 рублей он мне отдал. Слива стоила тоже 50 рублей. Все. Вот так вот. И, наверное, пока дешевое яблоко, я яблоко куплю. Воды нет. Не идет вода? Серьезно? А у нас и набранной нету. Тут, где цыплята, открой кран, посмотри, обычно там иногда бывает идет. Нет, не надо, я вообще говорю. Не, банку помыть я имею в виду. А, уже помыла? Что-то давно у нас не отключали воду. Так, ну вот, накидаем остатки всего, что тут поосталось в эту баночку. Это что, для Инстаграма? Инстаграм тоже популярный. Интересно, меня не видно было? Не знаю. По-моему, видно было. Ну, прикроем тебя чем-нибудь, если было видно. Я думала, с этой стороны. Чуть-чуть видно было. Рука, может быть, просто Нет, была видна. голова. Ничего. Так, короче, больше банки не будет, то вишню просто закидаю. Получилось, я никогда так много не кладу, но здесь на данный момент получилось много. Девочки просто в Инстаграм сразу написали, покажите банки. Можно было бы еще одну хотя бы баночку. Персики, наверное, просто поесть оставим, да, лишнее, не будем класть. Да, не оставим. Ну и грушу съешь заодно, тоже полезно. На, Грушу бабушку любит. забирай. А, вот отдай бабушке. Я ей уже отдавала, но отдай еще. Бабушка съест. Груша, она мягкая, вкусная. Так. Черную смородину надо еще купить. Черную смородину я люблю просто варенье. Не перетертое, ничего, а просто вот такое, ну, из черной смородины и из красной смородины. Мои мальчики не любят варенье. Так, значит, посуду мыть, воды тоже у нас не будет, да, сейчас? Так, ну все. Так, вода пока еще не закипела. Прикроем крышками, а уже потом, как закипит вода, зальем кипятком. Ну и часа через, можно через минут 20 даже. Ну, через час-полтора я только. За это время у меня еще есть дела. Доделаю свои дела и потом сделаем с вами компотик. В следующий раз уже сделаем ассорти, наверное, с какими-то ягодами, скорее всего. Жалко крыжовник. Не было на рынке крыжовника. Наверное, уже время крыжовника прошло, мне кажется. Так. Ну вот, как-то так. Пойдемте дальше. Так, ну вот, вода у меня закипела. Сейчас будем заливать кипятком. Утром так хорошо было, пасмурно, но сейчас снова солнце, душно. Танцевала, там красная воронка лежала в комоде. Передай мне, пожалуйста. Так, друзья, ну и теперь сливаем нашу воду, чтобы прокипятить, ну, воду как компот, да?
Так, я была в гостях, приехала, и теперь будем доделывать наш компотик. Так, ну и все, теперь ждем, пока закипит. Потом зальем наши банки, закатаем и укутываем в теплое одеяло. Ну вот, сироп наш уже закипел. Я все-таки для пущей предосторожности хочу добавить лимонную кислоту. У меня есть вот такая вот лимонная кислота. И прям вот, боюсь все-таки за грушу. Вот так вот на кончике ложки, даже, наверное, меньше. Вот так вот. Добавлю в каждую баночку. Потому что я не стерилизую. В обычные компоты я, конечно, этого не делаю. Вот именно из-за того, что здесь у меня груша, я хочу сделать так. Просто надо будет нам обратно эту печку занести на кухню. Поставить тут обычную печку, потому что, ну, не обычную, а эту. Так, самодельную, которая у меня тут стоит. Вот, соление делать не удобнее этой печки. На этой печке. Так. Ну и вот так вот все заливаем. Все. Ну и вот теперь закатаем быстренько.
Ну вот, друзья, закатала я компот. 12 баночек, ассорти. Вкусное. Я надеюсь, оно будет. Все, на этом я заканчиваю свой влог. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. Ну, как-то так.